здоровый, работоспособный суд Верховный и районные городские суды. 60 тысяч судебных дел рассмотрено в 2019 году. В Магасе в присутствии главы Ингушетии подвели итоги работы судов общей юрисдикции региона. Согласно нововведению, меню учащихся начальных классов должно включать горячие блюда и горячий напиток не менее 1 раза в день. Бесплатное питание в школах. Новый закон принят Госдумой. Смогут ли школы Ингушетии осилить это новшество, выяснял наш корреспондент. Сегодня мы не говорим на родном языке. Конечно, очень мало тех, кто чисто на ингушском языке говорят. 10 дней, посвященных богатству народа. Декада ингушского языка нацелена на сохранение родной речи. Расскажем, какие темы поднимались на семинаре в НИИ. Готовы изобретать и рисковать жизнью, лишь бы не платить. Рейд сотрудников «Газпрома» в Сагапши выявил нарушителей, самовольно подключенных к газу. Пока сердца для чести живы. Ко Дню защитника Отечества во Дворце культуры Назрани звучали песни военных лет. На телеканале «Ингушетия Новости 24». Здравствуйте. Около 60 тысяч судебных дел рассмотрено органами правосудия Ингушетии за прошлый год. Цифры статистики озвучили сегодня на расширенном собрании судей в Магасе. На встрече обсудили и меры совершенствования их работы. В совещании принял участие глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Итоги работы судей за 2019 год подведет Светлана Томова. Расширенное собрание судей начинается с гимнов России и Ингушетии. За прошедший год в суды общей юрисдикции республики поступило более 59 тысяч судебных дел и материалов. Это почти на 10 тысяч дел больше, чем в 2018. Абсолютное большинство судебных дел, 96%, рассмотрено в установленные законом сроки. Такие итоги деятельности за минувший год подводит председатель Ингушского Верховного суда. Вступили в силу 26 законов, принятых по законодательной инициативе президента страны и председателя Верховного суда Российской Федерации в целях укрепления правовых гарантий независимости судей, повышения эффективности правосудия. Самым важным из них стал закон о создании новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. С 1 октября 2019 года начали работу 9 кассационных и 5 апелляционных судов общей юрисдикции. Кассационные и апелляционные военные суды образованы в соответствии с принципом экстерриториальности. В этих судах реализуется принцип сплошной кассации, который предусматривает коллегиальное рассмотрение дел, жалоб в судебном заседании с приглашением сторон. По словам Фаргиева, основной тенденцией развития уголовного судопроизводства в России является его гуманизация. Ежегодно сокращается количество осужденных, значительное количество обвиняемых освобождается судом от уголовной ответственности, ограничивается применение строгих мер наказания. Так, в анализируемом периоде судами республики закрыто 909 уголовных дел в отношении 930 лиц. Осуждено 790 человек. Это 85 человек от общего количества осужденных. Оправдано 7 человек, 0,8%. Прекращены дела в отношении 109 лиц, 12%. Назначение наказания характеризуется следующими показателями. Из 790 осужденных к реальному лишению свободы осуждено 141 человек или 18% от общего числа осужденных. Самая главная положительная тенденция 2019 года – рассмотрение всех судебных дел в законные сроки. Глава республики, выступая перед представителями Фемиды, напомнил, на чем основывается правосудие. На анализе ситуации со всех ракурсов и умении слушать каждую сторону. От ваших решений, от вашей работы зависит очень много аспектов социально-экономического развития, экологического, исполнения федеральных законов. Вы свою работу знаете, вы ее делаете. И председатель суда очень подробно все
доложил. В этой части я внимательно слушал и записи делал, и мне понятны, потому что я тоже далеко от судейского, прокурорского не отскочил, как говорится. С 1 сентября 2019 года в соответствии с федеральным законом в районных судах вступило в силу обязательное аудиопротоколирование судебных процессов, использование автоматизированной системы распределения дел между судами с учетом их нагрузки и специализации. Еще одно изменение, которое уже приносит свои плоды – электронное правосудие. Теперь жители могут подавать иски в суд через интернет. С 1 января 2017 года в соответствии с законом реализовано право подавать в суд юридически значимые документы в электронном виде через сеть интернет. В 2019 году на официальные сайты судов общей юрисдикции поступило 803 заявления. Для сравнения, в прошлом году было 98 заявлений. Народ у нас уже информационно и в плане использования информационных технологий очень грамотным становится и активно пользуется своим правом обращения в суд через интернет. После собрания Махмуд Али Калиматов и Ибрагим Фаргиев ответили на вопросы журналистов. У нас здоровый, работоспособный суд Верховный и районные городские суды. Это я могу сказать, потому что то количество рассмотренных уголовных и гражданских дел, и даже то сообщество судейское мировых судей меня сегодня немножко даже приятно удивило, что количество большое рассматривается мировыми судьями. И в части материального обеспечения технического это мы будем рассматривать, конечно, ну вот исходя из тех замечаний, которые для себя-то вывел. Самая главная задача – это осуществление правосудия и соблюдение процессуальных сроков, своевременное рассмотрение дел, чтобы за каждым делом судья видел человека, чтобы за каждым делом видел интересы конкретных людей и с учетом этого выносил решение. Подводя итоги заседания, Махмуд Али Калиматов поблагодарил участников встречи за достигнутые успехи. По его мнению, это результат слаженной работы всех структур власти. Главная задача на 2020-й – эффективная защита прав, достоинства и собственности граждан. И здесь очень многое зависит от профессионализма, открытости, стремления судей детально разобраться в деле и вынести законное, справедливое решение. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. Госдума приняла закон об обеспечении школьников горячим питанием. Этой теме особое внимание уделил президент России в январском послании Федеральному собранию. Ко второму чтению Владимир Путин внес в законопроект поправку, предусматривающую обязательное обеспечение бесплатным и горячим питанием всех учащихся начальной школы. Когда норма вступит в силу и смогут ли школы Ингушетии осилить это новшество, расскажет Зелимхан Калоев. Согласно нововведению, меню учащихся начальных классов должно включать горячие блюда и горячий напиток не менее одного раза в день. Финансировать будут за счет ассигнований из федерального, региональных и местных бюджетов, а отвечать за обеспечение питанием должен будет учредитель школы. В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября этого года. А в остальных не позднее сентября 2023 года, поскольку в Ингушетии из функционирующих 125 школ только в 90 открыт собственный пищеблок. Вот и в первой Икажевской школе вместо столовой буфет. Радует одно, пирожки тут готовят отменные, а значит дети довольны. Нравится вам пирожки? Да. Часто их едите? Да. Да. Пирожки очень вкусные. Мы ходим в буфет и каждый день их покупаем. Они очень вкусные. Заглянув в меню, выбирать особо не приходится. У нас нет условий, мы готовим пирожки детям с капустой, с картошкой. И чай, какао тоже готовим. Но одними пирожками сыт не будешь. Растущий организм требует и первое, и второе, все желательно бесплатно. Меню скромное, а большего условия просто не позволяют. Здание школы старое, всего здесь учатся 826 детей. Из них 383 это младшеклассники. Еду пока покупают сами, а вот малоимущих пирожками угощают бесплатно. Буфет, в котором сейчас обедают дети, это бывший спортзал.
Для того, чтобы, наверное, выполнить поручение президента о горячем питании с 1 сентября для начальной школы, мы, наверное, не в состоянии пока еще. Для этого нужно будет, наверное, и поработать и с оборудованием, и с посадочными местами. У нас нет обеденного зала, нет цехов для приготовления различных блюд, у нас нет складских помещений, чтобы хранить продукты. А мы сами знаем, что питание – это очень серьезно, очень ответственно, и тут должно быть все соответственно Санпином. Если в случае с первой Икажевской школой обещали построить на месте старой новое учреждение, то как быть учащимся других? Ведь закон об обеспечении школьников горячим питанием уже принят Госдумой и требует неукоснительного соблюдения. Только в этом году на эти цели в России планируется выделить 21 миллиард рублей. Задача, поставленная президентом, для Ингушетии в частности сложная, но вполне реализуемая. Масса вопросов, которые необходимы для организации системы питания. Но одна из важнейших проблем, которую нужно решить для обеспечения этого питания, это строительство школьного комбината питания. Вот если бы мы решили эту задачу, было бы легче обеспечить школы двухразовым горячим питанием. Руководители начальных классов в один голос твердят, что это станет серьезной помощью для родителей и опекунов, ведь в каждом классе есть сироты и полусироты. Это большая помощь, потому что у нас детей много. Например, многодетные семьи, у них 5 по 6 детей в доме. И все дети учатся в школах, да. И с 9 до 3, иногда до 4 бывают дети. Это очень важно, конечно, когда дети питаются бесплатно. С не меньшим восторгом эту новость встретили и безработные родители, ведь оплачивать обеды многодетным семьям приходится сразу за нескольких детей, что сильно бьет по семейному бюджету. Как многодетная мать, я считаю, что бесплатное питание для нас это очень важно и нужно. На софинансирование организации такого питания региональным бюджетом, где есть необходимость, могут предоставляться федеральные субсидии. Порядок и условия их распределения определит правительство. Инициатива, предложенная Владимиром Путиным, еще один пункт концепции сбережения нации, где на первое место ставится семейное благополучие. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Движение «Бессмертный полк России» приглашает школьников в возрасте от 11 до 18 лет принять участие в конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей». Он направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков по работе с архивными материалами. Желающим принять участие в конкурсе до 15 марта необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение рассуждения. В своей работе ребята могут использовать сведения из открытых архивов Министерства обороны России, газеты и журнальные статьи военного времени, документы, сохранившиеся в личных архивах. Победители будут приглашены в Москву и 9 мая пройдут в шествии Бессмертного полка на Красной площади. Без него не может быть народа. Свыше 6 тысяч языков насчитывается в мире, и каждый из них для кого-то родной. Ингушский язык – кладезь богатой культуры и многовековой истории. На его сохранение и развитие нацелен Международный день родного языка, который мировое сообщество отмечает 21 февраля. С начала этой недели в регионе стартовала декада ингушского языка. О проблемах родного и мерах его поддержки говорили на семинаре в НИИ имени Чаха Ахриева. Подробности в материале Дианы Дударовой. Великий, необъятно живой, как жизнь, родной язык. Он является объектом гордости каждого народа. Его наличие определяет индивидуальность человека, принадлежность к той или иной национальности. В рамках стартовавшей декады по всей республике отдают дань уважения ингушскому слову. Не стали исключением и сотрудники НИИ. Во главе угла сегодняшней встречи ставят задачи по развитию и сохранению ингушской литературы и грамматики. Еще одним поводом теплой встречи стал Международный день родного языка, который отметят 21 февраля. Собравшиеся здесь научные деятели, преподаватели, представители ингушского регионального отделения Союза женщин болеют душой за ингушский язык и активно борются за его развитие и сохранение. Уже 20 лет, как ежегодно отмечают Международный день родного языка. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО. Его главная цель – признание и поощрение использования родных языков, в особенности языков национальных меньшинств.
Если еще несколько десятков лет назад все силы были брошены на развитие ингушского языка, то сегодня все научные деятели обеспокоены его сохранением, работают над внедрением программ и мероприятий по недопущению его вымирания. Все участники семинара как один повторяют: жители перестали говорить на родном, все чаще выражают мысли на других языках. Именно это и послужило причиной обретения статуса уязвимой. Не меньше научных деятелей волнует и то, что говорят с ошибками, а встречаются они чаще всего в падежах и склонениях. Как отмечает Якуб Медов, их допускают не только в разговорной речи, но и в региональных СМИ, преподавателями в школах и даже на табличках на государственных зданиях, плакатах, афишах. Эти вопросы мы не знаем. В научно-исследовательском институте гуманитарных наук над выразительностью и многогранностью родного слова усердно работают отделы литературы, фольклора и ингушского языка. Так и к этому мероприятию Фатима Кастуева подготовила доклад о вкладе ученых-языковедов НИИ в исследование ингушского языка, о задачах, которые ставят перед собой сейчас в деле его изучения. Начата работа в деле исследования морфологии, то есть грамматики ингушского языка. Там у нас уже закончена работа по составлению морфологии. На встрече отмечают, родители все меньше говорят на родном с детьми. Участники семинара считают, особое внимание стоит уделить изучению ингушского языка в детских садах и школах. А чтобы язык легче усваивался, необходимо грамотно подбирать произведения в школьных учебниках. Так Аза Салсанова поднимает тему значения литературного языка ингушского писателя, поэта Алиха Шагульгова. Его прозаические и поэтические произведения написаны на чистом ингушском языке. Небольшие, но безгранично глубокие, читаются на одном дыхании, отмечает Аза, и передают всю сущность, красоту ингушского слова. Алиха Шагульгов относится именно к таким писателям, которые понимали значение слова и знали, как его, где какое слово использовать и как правильно оформить свою мысль, чтобы выразить то или другое значение слова. Дискуссия на встрече выдалась оживленной. Прозвучали и замечания в адрес сотрудников НИИ. Так, некоторые участники считают, что институт не работает над школьными учебниками родного языка, а написаны они не на полноценном ингушском. Нина Барахоева постаралась расставить все точки над «и». Объяснила, что над их разработкой трудится в Минобре, а научные работы сотрудников института дети не смогут осилить. Поэтому для них готовится упрощенный материал, чтобы легче было освоить. Научные сотрудники института, работая над тем или иным изданием, проводят глубокий анализ, раскрытие проблем. Однако человек, который преподает ингушский язык, пользуется методическими пособиями института, должен адаптировать их под школьные учебники. К сожалению, мы сегодня не разделяем эту работу. Многим кажется, если научный сотрудник подготовил эту работу, то ее в таком же виде можно положить перед учащимися, а это недопустимо. Слабые требования к знанию ингушского языка, большое влияние русского иноязычных цифровых носителей – все это вкупе провоцирует невладение родным. Сотрудники НИИ считают, что проведение таких мероприятий и привлечение к ним молодежи направлено в первую очередь на популяризацию родного слова. Делятся, что готовы писать книги, статьи, делать научные разработки, но если не говорить на ингушском, не смогут с этим справиться. Конечно, работа в этом плане идет, но, как я уже вначале сказала, конечно, все сводится к тому, что все-таки это влияние русского языка. Сегодня мы не говорим на родном языке. Конечно, очень мало тех, кто чисто на ингушском языке говорят. Это основная проблема именно в этом. Язык – это не только средство для общения, но и многовековая история нации. Его вымирание недопустимо, тем более при живых представителях народности. Участники семинара напоминают, пока жив ингушский язык, вместе с ним будет существовать и наша национальная культурная идентичность. А его сохранение – первостепенная задача каждого носителя языка. Диана Дударова, Магомед Белакиев. Новости 24.
Они были высланы на чужбину, но сила воли и вера в светлое будущее дарили им надежду на возвращение домой. В преддверии 76-й годовщины депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Казахстан мы продолжаем знакомить вас с очевидцами высылки. Это люди с разными судьбами, но схожей историей. Свое детство в депортации вспоминает Алихан Ахильгов. Помнит почти все до мельчайших подробностей. Как ехали в Казахстан, выживали и радовались возвращению на родину. С ним встретилась Жаредат Халухоева. Когда в тот февральский день в их дом напротив медицинского института в Орджоникидзе постучались военные и объявили о срочном сборе, Алихану Ахильгову было всего 8 лет. Возраст, как говорит сам дедушка, бессознательно сохраняющий в памяти события до мельчайших подробностей. Вот и он помнит, как мама по совету офицеров взять теплые вещи вытаскивала из чулана большой тулуп, а уже в него складывала шерстяные одеяла и кое-что из еды. Вот нас, когда везли через Сталинград, вот уже Сталинград был освобожден уже, вот поэтому наш эшелон там почти целый день стоял почему-то. Вот мы двинулись, эшелон двинулся в сторону к северу, ну, до Саратова мы доехали, и потом повернулся эшелон, а наши, которые старшие поколения, то, что мы молились, дошло до Сталина, но нас, видать, уже возвращает. Мы повернули, но мы же не знали, и люди же не знали о том, что нас в Казахстан повернули, не в Сибирь. В вагоне эшелона вместе с Ахильговыми было еще 13 семей. Их долгий путь закончился 16 марта 1944 года на станции Есельского района Акмолинской области. Привезли их в колхозный клуб, откуда всех распределили по местным жителям. Алихан вспоминает, была ночь, когда их подвезли к соломенному дому. На пороге их встретила русская женщина. Настороженно они относились в первые месяца. А потом увидели то, что такие же обычные люди, все такое. И, между прочим, вот моя покойная тетка сохранила дружеские отношения первой хозяйки, куда мы попали. Русская женщина. Вот, она переписывалась, она к нам на Кавказ приезжала. В Есельском районе Ахильговы прожили только год. Уже в 1945 году они переехали в город Макинг. Отец Алихана до выселения работал на заводе и имел хорошие связи. Он присылал достаточно денег, так что они смогли построить дом и обзавестись коровой. Для семьи из 8 человек это была большая помощь. Уже приспособлены были к жизни. Самое главное о том, что мы уже пытались помочь родителям, нашим женщинам, помогали тоже. За водой в колодец ходили, на санках ходили, зимой ходили, за 1,5 километра воду возили. Вот такого не было, как сейчас во дворе, в каждом доме подведены воды, все такое. Очень тяжелая жизнь была. В 1946 году Алихан пошел в школу. Учителя, как и школьники, были из депортированных: балкарцы, крымские татары и немцы. Алихан вспоминает, на отдых в пионерские лагеря их, как правило, не допускали. Поэтому дети сами искали себе развлечения. Зимой играли в хоккей, а летом гоняли самодельный футбольный мяч. Футбол, там, ну, спортивный волейбол там играли. Вот. Ну, такое в Казахстане у меня достижение было, что я капитан команды городской, юношеской был на областных соревнованиях, на спартакиаде. Мы в Акмолинской области, а Акмолинская область почти в Северный Кавказ. Вот такая вот сейчас столица Нур-Султан. Вот, это раньше Акмолинская, потом Астана стала. Вот. И сейчас столицей стал этот город, где я в этой области жил. Поэтому вот. И вся жизнь у меня с футболом вообще-то связана.
Это увлечение определило его будущую профессию. В 1953 году Алихан Ахильгов поступил в Алматинский физкультурный техникум. А через год, в 14-летнем возрасте, он начал свою трудовую деятельность в должности рабочего на каменоломне. Как бы тяжело не было, в ссылке люди боролись за свои права, делится дедушка. В 1957-м, вернувшись из депортации, Алихан устроился совхозмеханизатором. После года работы он был избран секретарем Назрановского райкома. Начиная с 1993 года, около 30 лет, Алихан Ахильгов был президентом фонда помощи депортированным народам. Помогал в отдыхе и лечении детям-сиротам из семей вынужденных переселенцев, пострадавших во время этнических конфликтов и во время боевых действий в горячих точках России. Радат Хулхоева, Магомед Белакиев, Новости 24. Приятная новость для любителей прекрасного. Россияне смогут получить бесплатное второе высшее образование, если специальность будет связана с искусством. Соответствующие поправки в закон об образовании внес Владимир Путин. Те, кто уже получил высшее профессиональное образование, могут на конкурсной основе занять бюджетное место в вузе по специальностям и направлениям в области искусств. Новый курс обучения оплатят за счет бюджета всех уровней. Перечень специальностей, по которым второе высшее образование станет бесплатным, отдельным постановлением определит Кабмин. Быстро, удобно, бесплатно, но, увы, небезопасно, а еще и противозаконно. Самовольные подключения к коммунальным сетям, в частности газопроводу, чреваты серьезными последствиями. Прецедентов в виде пожаров и отравлений не счесть. Газ, конечно, достояние народа, но пользоваться им можно только согласно букве закона. Нарушения выявляют сотрудники «Газпрома». Очередной рейд прошел в селе Сагапши. В погоне за бесплатным газом нарушители прибегают к весьма изобретательским решениям. Какие кустарные методы сейчас в моде и сколько нарушений выявлено, расскажет наш корреспондент. А у нас в квартире газ, но не совсем в квартире, а в частном домовладении. И не совсем законный. Здесь по улице Западная в районе новостроек жильцы не успели толком обжиться, но уже самовольно подключились к системе газоснабжения. Закрывать глаза на нарушения, выявленные в ходе рейдового мероприятия, газовики не собираются. Абонент подключился, но он лицевого счета в базе данных АИС нет у него. И договорные отношения с «Газпромом» не заключал. Демонтаж незаконных подключений к газовым сетям может быть проведен и без присутствия хозяев дома. Тем более, что очень часто оказывается, в кавычках, никого дома нет. В одних случаях граждане самовольно подключились к системе газоснабжения после отключения из-за долгов. В другой раз это может оказаться незаконная врезка частного лица, не оформившего потребительский договор с газовыми службами. Кто у них абонент с законными правами на газ, а кто просто подворовывает, не желая платить за используемые энергоресурсы, знает каждый местный контролер. Вся информация у них всегда с собой. Базы данных этого дома нет в списках. То есть контракт с ними не заключен? Нет, договора мы не заключили, потому что дома нету, правда сказать. Я их не могу поймать. В ходе рейда внимание газовых служб привлекла некая странная конструкция, явно кустарного производства. Ее они обнаружили во дворе новоявленного соседа, семьи Гетагажевых. Оно было демонтировано за 2 минуты. Я абоненты, да, инсан ахждалуч, пример ёлуч, наха, газ, свет, шихаши наждина, науж, вот хер, ирлаху, ирхазмава, хавима, унгер, врезки, незаконный вот. Нужно отметить, что рейдовые мероприятия по выявлению таких нарушителей в первую очередь направлены на их же безопасность, делятся специалисты Межрегионгаз Назрань. Взрывы бытового газа, многочисленные пожары и другие аварийные ситуации, не исключающие жертвы среди населения, являются последствиями такого рукоделия и слишком часто мелькают в новостных сводках. Всего за 2019 год было отключено 369 незаконных врезок. С начала 2020 года было выявлено и отрезано более 60 абонентов, которые незаконно подключились к газовым сетям. Это делается для уменьшения потерь газа, а также для безопасности самих потребителей, потому что они подключаются, но они не знают о правилах безопасности. Соответственно, там нужно проводить технические работы для предотвращения летальных исходов. Незаконный газ доход жол метигмиет, а цагдагу алхамду отсюда тиша бо моголичо незаконный газ доход утечь халучи угар халучи. По словам газовиков, простые жители в основном относятся к их работе с пониманием. Фирдос Миржоева поселилась здесь в 2016 году. С того времени она характеризуется как добропорядочный газопотребитель. Своим мнением о нарушителях 60-летняя пенсионерка поделилась охотно. Пускай оплачивает.
Есть такие люди, которые получают пособие, безработица, ни копейку не платят. А пенсионеры всегда исправленно платят. Пускай те тоже оплачивают. Они воруют чужое. За них никто не обязан платить. Составлены акты передачи материалов в правоохранительные органы. Итог таких нарушений: за самовольное подключение к газосетям им грозит уголовная ответственность и штраф до 80 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет при совершении аналогичного деяния повторно. Лена Цичоева, Адам Мережков, Магомед Дидиков. Новости 24. Уже в это воскресенье, 23 февраля, вся страна отметит праздник патриотов – День защитника Отечества. Большую концертную программу, приуроченную к празднику, представил северокавказский ансамбль «Песни и пляски». В рамках всероссийской благотворительной акции «Пока сердца для чести живы» во Дворце культуры Назрани звучали известные песни военных лет. О любимых мотивах сюжет нашего корреспондента. Многие известные композиторы сочиняли песни для солдат, проливавших свою кровь на фронтах, поднимая им боевой дух. Знаменитая «Смуглянка» стала одной из них. Произведение Анатолия Новикова в современной аранжировке в исполнении ансамблем «Песни и пляски» Северокавказского округа заиграло новыми красками. В этом зале сегодня звучат только патриотические композиции, а также исполняются знакомые многим русские народные танцы. Военные музыканты подготовили для ингушского зрителя яркую концертную программу, которая не может оставить равнодушным никого из присутствующих. В Ингушетии мы подготовили много разных композиций. Это и песни о войне, инструментальная музыка, классический репертуар. Конечно же, не обошли и тему Ингушетии. Мы подготовили сюрприз для жителей Назрани. Сегодня мы исполним песню «Моя Ингушетия». Праздничное мероприятие организовано ансамблем «Песни и пляски» СКФО Росгвардии при поддержке регионов, участвующих в концертном турне. Он проходит по всем городам СКФО и приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Концертная программа содержит композиции, посвященные подвигам наших соотечественников. Строгие мундиры на солистах, дисциплина и командная работа – это особая атмосфера военных лет. Это часть работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Каждый из этих ребят непременно будущий защитник Отечества. Берс Хашиев не раз посещал такие концерты и признается, это выступление артистов ему запомнилось больше всего. Мне очень понравился концерт, очень затягивает, очень интересно. Очень понравилось, как выступали люди, как они приехали, как они относятся к нам. Очень понравилось. Министр культуры Ингушетии Тамерлан Зейтов находится в этом зале не только как руководитель культурного направления в нашем регионе. Для него это мероприятие имеет особое значение. В свое время он служил в ансамбле «Песни и пляски» Туркестанского краснознаменного военного округа. Эти годы он вспоминает с улыбкой. По его мнению, такой интерес к культурному событию в регионе, каким является концерт военного ансамбля, говорит о стремительном развитии культуры в Ингушетии. Приобщение нашего народа к вот таким вот мероприятиям, значимым мероприятиям, да и сам по себе концерт, живой концерт. Гастрольный тур ансамбля начался в Дагестане, а в скором времени они должны посетить еще несколько субъектов СКФО. А завершатся концертные мероприятия ансамбля 31 марта в городе Ставрополь. Мадина Магушкова, Адам Далаков. Новости 24. Внимание ценителей искусства сегодня также было приковано к сцене русского драмтеатра Ингушетии. Там состоялась премьера спектакля «Хаджимурат». Постановка рассказывает историю о смелом и храбром горце по мотивам повести Льва Николаевича Толстого. Насколько актерам удалось передать зрителям сюжет художественного произведения классика, расскажет Хава Гагиева. Ты велел быть начальником аварии, так и передай. У тебя с Шамилем одна дорога. Нет, у каждого свой путь. Легендарная историческая личность, увековеченная в произведении великого Льва Толстого «Хаджимурат», сошла сегодня со страниц повести и оказалась на сцене Ингушского театра юного зрителя. Его судьба была предрешена событиями Кавказской войны, длившейся 25 лет. И с тех пор 15 лет бок о бок я с Шамилем бился.
Несмотря на то, что Рахман Беков только начал свой творческий путь актера, сыграть смелого и бесстрашного горца Хаджимурада выпало именно ему. Конечно, очень сложно. Ответственность очень большая на тебе лежит. Шаг влево-вправо. Тут спектакль, где нет дубля второго. Это уже все. Хаджимурад – спектакль о противостоянии культур, традиций, о новом осмыслении героем событий своего времени, а также о невероятных обстоятельствах, в которых человек должен действовать самостоятельно, принимая вызов судьбы. Театр предложил оригинальную интерпретацию произведения посредством рассказа жизни главного героя, ссылаясь на его внутренний мир. Вот этот формат публицистики очень сложен, потому что артист должен одновременно и рассказывать зрителю происходящие события, и тут же играть. Он моментально должен выпрыгивать из образа, моментально впрыгивать, очень сложно. Я все это понимал, но все-таки театр – это такое искусство, в котором необходим риск. Актеры с первых же минут сумели создать своей игрой на сцене особую атмосферу. Посмотреть спектакль по мотивам одноименной русской повести пришли люди разных возрастов. Многие признаются, что и раньше были на подобных представлениях, но сегодняшнее выступление запомнят надолго. Вот то, что Ахмед сумел сделать вот на этой сцене трагедию целой эпохи, ты понимаешь, это же огромное стоит. Я считаю, что вот это уникальная вещь, с которой надо везде хвастаться и говорить, какие мы хорошие ингуши. Понимаешь, какие мы талантливые, какие мы все умеющие. Какие мы можем на вот таком куске показать всю целую эпоху показать. Я не сама это читала, мне мама читала всегда. И когда на сцене я их увидела, то мне очень понравилось. Самый такой трогательный момент – это когда Хаджимурад вспоминал свою маму, когда вспоминал свое детство и то, как оно прошло, как он вспоминал, как его укладывала мать. И это было очень трогательно, потому что мама – это действительно самый важный человек в нашей жизни. Мне было жалко его. Зрители в восторге, артисты довольны. Гул оваций в зале не стихает. Каждый зритель по достоинству оценил историю, ожившую на сцене. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на Национальном.